Бывший водитель, а ныне глава управления образования района Рудаки задержан за взятки. Турецкая оппозиция выдвинула единственного кандидата на пост президента. Россия отказалась передать ОБСЕ данные о вооруженных силах. Иран объявил создание гиперзвуковой баллистической ракеты. Начальник управления образования района Рудаки Игболя Нематулло, 91 года рождения, житель города Душанбе, задержан сотрудниками Госкомитета национальной безопасности Таджикистана. Как следует из телерепортажа, показанного накануне вечером по государственным телевизионным каналам, 31-летний Игболя Нематулло был назначен на должность начальника управления образования района Рудаки приказом министра образования и науки Республики Таджикистан в октябре 2022 года. Отмечается, что, будучи главой указанного учреждения всего за 4 месяца, Игболя Нематулло совершил серию преступлений коррупционного характера. В телерепортаже отмечается, что как только Игболя Нематулло вступил в должность начальника управления образования района Рудаки, он начал свою коррупционную деятельность и, применяя метод шантажа, вымогал крупные суммы у директоров ряда подчиненных ему школ. Подчеркивается, что всего давлению Игболя Нематулло подверг 36 руководителей школ, потребовав и взяв у них в общей сложности 65,7 тысяч сомони в виде взятки. Далее отмечается, что Игболя Нематулло продавал должности директоров школ района совершенно посторонним людям, в основном из Душанбе, оценивая свои услуги в 10 тысяч сомони. До назначения Игболя Нематулло на должность подозреваемый работал в одной из компаний в качестве водителя и 31 октября 2022 года по приказу министра образования и науки был назначен начальником управления образования района Рудаки. В отношении Игболя Нематулло возбуждено уголовное дело по статье 314. Он взят под стражу. Как рассказал на условиях анонимности один из сотрудников управления образования района Рудаки, Игболя Нематулло был представлен коллективу системы образования района в начале ноября 2022 года. Оппозиционный блок Турции выдвинул главу Республиканской народной партии 74-летнего Кемали Кылычдароглу в качестве кандидата на грядущих президентских выборах. Об этом сообщает газета «Суабах». По ее данным, 6 партий оппозиционного блока после встречи в Анкаре сделали соответствующее заявление. Кылычдароглу будет оппонировать кандидату Республиканского альянса, действующему президенту страны Реджепу Таyyипу Эрдогану. В турецких политических кругах Кылычдароглу считается наименее сильным кандидатом из всех оппозиционных. В январе турецкий лидер Реджеп Таyyип Эрдоган сообщил, что президентские парламентские выборы в Турции пройдут 14 мая. Россия отказалась от участия в ежегодном обмене данными о вооруженных силах, предусмотренным Венским документом 2011 года для членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом в понедельник 6 марта сообщила Американская ассоциация по контролю над вооружениями со ссылкой на письмо российской стороны и неназванного европейского представителя. Эту информацию в комментарии изданию РБК подтвердил глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности Константин Гаврилов. О решении не предоставлять данные о своих вооруженных силах за 2023 год Россия уведомила стороны еще 16 января, когда Гаврилов направил соответствующее письмо представителю Боснии и Герцеговины Синеше Бенсуну, который был председателем форума по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Как говорилось в письме Гаврилова, этот шаг связан с решением Чехии приостановить свои обязательства в отношении России и отказом Украины в этом году участвовать в ежегодном обмене военной информацией в рамках Венского документа. Ключевой принцип дипломатии – это принцип взаимности. Мы просто не смогли допустить, чтобы в случае передачи данных о российских вооруженных силах наша информация попала к упомянутым государствам, заявил Гаврилов РБК. В письме российская сторона также обвинила в несоблюдении различных положений Венского документа ряд других участников соглашения, в том числе Болгарию, Польшу и Францию, за то, что они не пригласили Россию на свои военные базы.
Иран объявил о создании гиперзвуковой баллистической ракеты, способной уничтожать движущие морские транспортные средства и летать в 8 раз быстрее скорости звука. Как передает иранское информагентство ФАРС, об этом на мероприятии в Тегеране сообщил глава Генштаба ВС Ирана генерал Мухаммад Бакыры. Генерал отметил, что тестовые испытания ракеты прошли успешно. «Иран стал одной из 3 стран, обладающей подобными ракетами», — сказал он. Бакири утверждает, что скорость баллистической ракеты составляет 8 махов, в 8 раз больше скорости звука, а ее дальность – 1500 километров. Наличие в арсенале такой ракеты позволит создать зону безопасности в морях вокруг страны радиусом до 1000 километров, отметил глава иранского генштаба ВС. При этом Бакыри не привел информацию о том, когда и где прошли тестовые испытания ракеты.